Приветствую вас, уважаемые телезрители телеканала «Якутия-24». Это программа «Актуальное интервью» в прямом эфире. Региональное отделение политической партии «Единая Россия» реализует в республике ряд социально значимых, ориентированных на развитие экономики проектов. Еще одним проектом станет постоянно действующий открытый форум женщин республики под названием «Подруги Джойгалер». Сегодня речь пойдет именно об этом проекте. Итак, гости нашей студии сегодня. Исполняющая обязанности ректора Северо-Восточного федерального университета, народный депутат республики, координатор проекта Евгения Михайлова. И председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Прасковья Борисова. Добрый день, уважаемые дамы. Добрый день. Евгения Исаевна, первый вопрос адресую вам. Какие цели и задачи ставятся перед форумом? Ну, как известно, в современном мире женщины все более активно, скажем, сотрудничают в сфере общественной деятельности, общественно-государственной, общественно-политической. Но при этом есть очень много таких проблемных вопросов, которые, конечно же, прежде всего касаются семьи, воспитания детей, особенно воспитание подростков, например, да, девушек и так далее. Но вот в этом плане очень хорошо, что наша партия «Единая Россия» совсем недавно, где-то в конце марта, значит, предложили по тем предложениям, которые появились после встреч с женскими организациями, с лидерами, ну, из разных районов, особенно Амгинского, Намского, Верхневлюйского, Сунтарского, да, города Якутска. Ну и такие вот ассоциации, у нас же тоже женских организаций, в общем-то, количество большое, но речь о том, что, конечно, можно было бы подумать еще о тех женщинах, которые живут в далеких населенных пунктах, например, лишены возможности объединения и так далее. Поэтому вот партия приняла решение, что будет такой женский проект работать для всех якутянок. И очень, с одной стороны, и ответственно, и приятно, что нам вот с Прасковьей Петровной было доверено участие и как бы координация, и мы сегодня первый раз выходим в эфир вот с этим проектом. Замечательно. Но если будет время, мы расскажем. Конечно, поговорим подробнее. Прасковья Петровна, вопрос теперь к вам. Каким образом будут участвовать в этом проекте члены общероссийского движения «Матери России», региональной, которое вы, собственно, возглавляете? Пожалуйста. В Республике Саха-Якутия наше региональное отделение было создано в 2014 году. И за этот период по всей республике, во всех улусах, кроме одного улуса, в 35 муниципальных образованиях созданы улусные отделения нашего движения. Да. И количество наших женщин-матерей, которые состоят в этом нашем движении, свыше 4000 человек. Есть у нас свой сайт, который информирует о работе нашей организации. Есть Инстаграм-страницы. И есть, конечно, WhatsApp-группы. Поэтому мы держим такую оперативную связь со всеми нашими улусными отделениями, председателями этих наших улусных отделений. И, безусловно, создание вот такой информационной открытой площадки даст возможность принять участие и наших матерей, которые живут в селах и городах нашей республики. Это будут площадки, которые например, для работы нашей вот республиканской школы ответственного родительства. Это будет площадка для пропаганды принципов и поддержки грудного вскармливания для наших матерей. Это будет площадка по оказанию адресной помощи матерям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это будет площадка именно для консультирования, информирования и для наших матерей, чтобы повысить их роль в общественно-политической жизни республики. Вот таким образом будем участвовать мы, например, вот в этой
форуме. И, конечно, я думаю, что здесь активность наших матерей и в целом женщин в республике будет очень повышена. Замечательно. Давайте немножко о деталях поговорим. Вот вы оба подчеркнули, что это прежде всего направлено для тех, кто живет на местах, в районах, в селах. Там вообще по всей республике работают десятки женских организаций, клубы по интересам, женсоветы. Вот как они смогут принять участие в форуме вот, даже через сайт? Евгения Савина, пожалуйста. Ну, во-первых, это к информационной, консультативной, методической и так далее работе, конечно же, будут обязательно присоединены и конкретные дела. Вообще название очень такое, ну, некоторые, значит, ну, я имею в виду, вот когда мы первый раз заседали, мы долго спорили, значит, есть же очень много женских организаций. Да. Конечно, можно было бы там, скажем, назвать этот форум, он будет постоянно действующий, этот форум. Там можно не только по электронке, например, выходить, разговаривать, можно и письма писать, можно и звонить, можно, значит, и встречаться и так далее. И мы сами тоже будем ездить и разговаривать. Конечно же, прежде всего мы бы хотели, чтобы женщины помогали друг другу, поддерживали друг друга. И чтобы, по крайней мере, ну, я уж там за всю планету и за всю Одессу говорить не буду, но самое главное, чтобы здесь у нас в Якутии было как можно больше счастливых женщин. А что такое счастье женщины, мы все очень хорошо понимаем, знаем. Вот у Прасковьи Петровны движение, например, называется «Матери России». Да? Да. Есть очень много других таких движений. Но не каждая женщина сегодня еще мать, возраст не подошел и так далее. Любовь еще не встретила, например. Поэтому мы бы хотели, чтобы прежде всего, конечно, женщины объединились во то, чтобы, ну вот как говорят, во благо будущей семьи, во благо своего населенного пункта, например. То есть будет работать много внутренних таких проектов, подпроектов, ну, например, женский университет, например, работающие матери. Как известно, ведь те изменения, которые происходят в обществе, скажем, демократизация, например, информатизация, глобализация и так далее, они же все привносят какие-то изменения. И очень бы хотелось, чтобы сегодня, опять-таки, мы же с вами очень хорошо знаем, что в нашей стране, в нашей республике очень много образованных женщин, например. И то есть очень высокий уровень потенциала женского, да, именно личностного, да, надо, конечно же, всю эту энергию собрать. И поэтому я очень надеюсь, что перечень этих проектов, он не исчерпаем сегодня. Если сегодня нужно помогать, скажем, прежде всего амгинским семьям, которые попали под наводнение, например, мы, допустим, в нашем коллективе в университете собрали деньги, это где-то около 750 тысяч рублей, это, значит, однодневный заработок, мы его уже отправили, и я очень надеюсь, что это дело будет продолжено и по всем другим населенным пунктам. И здесь, конечно же, мы прежде всего общаемся с женщинами, женскими организациями. Но, как известно, наша партия, партия «Единая Россия», это партия конкретных реальных дел, и у нас будут конкретные реальные дела. И если, например, здесь в городе Якутске очень много семей, которые попадают под, скажем, такие стихийные бедствия, или пожары, например, да? Или, да, ну, в-разному такое бывает, снос дома и так далее. Я думаю, что если мы посвятим, ну, часть своей жизни именно вот этим направлением, будем помогать друг другу, по крайней мере, жизнь, я думаю, что улучшится. Потом, как известно, женщины, вот мы с Прасковьей Петровной, я не знаю, как те якутянки, которые нас сегодня слушают, на это реагируют, но, по крайней мере, мы, ну, я, скажем, да, да, никогда не прохожу мимо, когда надо кому-то помочь, да, или когда-то надо решить вопрос правильно, допустим, чтобы всем все было понятно, справедливо и так далее. Но я очень, ну, могу много про это рассказывать, но самое главное, чтобы посетили наш сайт, написали нам конкретные письма, предложения. Я надеюсь, что наши мужчины, более сильная половина человечества, конечно же, обратит внимание на этот момент, что, конечно же, мы не думаем, что будем бороться за права. Права они у нас есть. Есть доступ к образованию, к лечению и так далее. Но то, что сейчас Прасковья Петровна говорила, например, как, допустим, молодых современных девушек
скажем, воспитать в таком плане, чтобы они понимали, что есть культура создания семьи, например, да, или каким образом можно получить хорошее качественное образование и так далее, и как это все довести, например, до жительниц Анабарского района. Да. То есть вот такие моменты мы хотели бы, значит, прежде всего обозначив сегодня, посвятить эту наше, не такое уж и частое, но весьма редкое, но все-таки свое личное время. И я, когда мне было предложено, я, конечно же, долго думала над этим, университет, и тем более очень много таких проектов, которые прежде всего работают на обучение, воспитание и так далее. Конечно же, я, взяв на себя ответственность, я думаю, что мы прежде всего сделаем такое хорошее движение в сторону того, что женщины почувствуют, что есть такое понятие, как подруги. Подруга никогда не подведет. Я так надеюсь на это. Хорошо, замечательно. Надеюсь, призыв женщинами будет услышан. Прасковья Петровна, немножко поговорим о деятельности матерей России. Как известно, движение реализует ряд очень важных дел в республике. Вот эта работа по конкретным проектам будет ли расширена в рамках форума? Она, я думаю, будет расширена в рамках форума, потому что это очень такая для нас очень актуальная площадка получается, потому что мы выйдем на всю республику. И наши проекты, такие как «Здоровая мама, здоровый ребенок», это наш общественный такой республиканский проект, в рамках которого у нас учреждены такие праздники, как День девочек, как День сына в Республике Саха-Якутия, будут именно использованы эта площадка нашего открытого форума. А также у нас есть закон такой об ответственном родительстве. Этот закон у нас с 2016 года уже работает, и в целях реализации этого закона по организации всеобщего наших родителей у нас в республике есть открытая школа республиканская, тоже называется «Ответственное родительство». Уже проведены 3 занятия, и как раз вот эта школа, она найдет своих слушателей именно посредством этой площадки. А также у нас есть такой проект, как танцевальная студия «Кайря Сетиме», которая создана при нашем общественном движении. И уже студии, филиалы этого танцевального ансамбля у нас созданы в 10 улусах, в 3 наших общеобразовательных школах города Якутска, и нашли хорошую поддержку. Это организация досуга наших матерей и дочерей. Они совместно танцуют во время своего свободного времени. Это очень такой интересный, красивый проект, который находит широкое распространение. И мы обязательно будем пропагандировать через эту нашу открытый форум. Здорово. Да. Сейчас попрошу вас буквально по секунд 20 обратиться к женщинам республики. Евгения Исаевна, вы начинаете. Я думаю, что те изменения, которые есть сегодня в обществе, это прежде всего, конечно, переход к рынку, например, который, естественно, вызывает различные, скажем, катаклизмы, когда сегодня молодые люди особенно остаются без работы. Совсем недавно наш Элтумен принял новый закон, и Егор Афанасьевич Борисов его подписал. Закон такой, что его пока в России нет. Это как раз о молодых специалистах и о приеме их на работу. Да. И сегодня уже ни одно предприятие в нашей республике не имеет права писать о том, что при вакансиях, что им требуется, например, молодой специалист со стажем работы, там, скажем, 5 лет или 10 лет. То есть это уже закон запрещает такие дела делать. Да. И я очень хочу, чтобы наши женщины верили в хорошее будущее и, естественно, понимали, что всегда можно что-то такое решить во благо наших молодых людей. Я желаю ему успехов. Приходите к нам. Отлично, спасибо. Прасковья Петровна, ваши 20 секунд, пожалуйста. Сегодня, 1 июня, мы по всей стране отмечаем Международный день защиты детей. Я сегодня поздравляю всех наших родителей, бабушек, дедушек с этим замечательным светлым праздником. Это семейный праздник. И, конечно, призываю наших родителей, чтобы они берегли и любили своих детей, защищали их права и, конечно, добросовестно выполняли свои родительские обязанности. Каждой семье я желаю успехов, процветания и благополучия. Спасибо.
Итак, мы сегодня вели беседу о проекте регионального отделения политической партии «Единая Россия». Речь шла о форуме, открытом форуме женщин республики под названием «Подруги Джойгаляр». В гостях у нас были Евгения Исаевна Михайлова и Проскоя Петровна Борисова. Спасибо вам огромное, что пришли. До свидания. До свидания. Всего доброго. До встречи. Спасибо.